Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В эти дни в сельском хозяйстве особое внимание уделяется весенне-полевым работам. Важную кампанию отрасли обсудили недавно с улусами на совещании, проведенном в режиме ВКС под председательством заместителя министра сельского хозяйства Николая Афанасьева. О подготовке к весенне-полевым работам и в целом о задачах отрасли растениеводства республики расскажет наш гость в студии Вячеслав Гаврилев, руководитель департамента растениеводства, мелиорации и материально-технического обеспечения. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Зимний период завершился, наступает пора весенне-полевых работ. Скажите, как идет сейчас подготовка и в чем главная задача посевной кампании? В текущем 2023 году по всей республике планируется посеять, посадить 49 тысяч гектаров, в том числе зерновых культур на 10 800 гектаров, картофеля 6700, овощей открытого грунта 1300 гектаров. И самое большое — это кормовые культуры. Но при этом надо оговориться, что в текущем году однолетние будут высеваться на 15 тысяч гектаров, а посевы многолетних трав прошлого года порядка также 15 тысяч гектаров. На данный момент хозяйствами сейчас идет работа по поставке семян, кормовых культур, зерновых, картофеля и многолетних трав. Кроме этого, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по республике выдается план. В текущем году это более 1000 тонн минеральных удобрений. Это удобрения, которые приобретают хозяйства сами. Финансирование по этому поводу со стороны министерства уже осуществлено. Кроме этого, планируется приобрести хозяйствами 3000 литров средств защиты растений. Они пойдут на обработку овощей, картофеля, и часть будет использоваться против особо опасных саранчевых вредителей. Скажите, а вот как обстоит сейчас дело с обеспечением семенным материалом? Семенной материал у нас по зерновым культурам, мы самообеспечиваемся, кроме одного хозяйства. Кормовые культуры нам требуется ежегодно однолетних трав порядка 5000 тонн. Дефицит составляет где-то 2000 тонн. Эти семена хозяйства приобретают, у них идет между собой обмен внутри Республики Саха-Якутия и в том числе завоз извне республики. Извне республики в основном завозится с Тюмени и Иркутской области. Кроме этого, нам необходимо ежегодно обновлять семена картофеля, и поэтому ежегодно приходится завозить порядка 1000 тонн картофеля извне республики. Но есть такие культуры, по которым можно, наверное, запастись местными семенами. Да, как я уже ранее оговорился, это зерновые культуры. Зерновые культуры — это овес, пшеница, ячмень. Мы самообеспечиваемся. Кроме этого, 42%, где-то порядка 50% самообеспеченность идет по кормовым культурам, однолетним кормовым. Это семена овса. Кроме этого, ежегодно по республике 5000 тонн необходимо семян картофеля. От этого нам требуется завести всего-навсего 1000 тонн. Это значит 4000 тонн семян картофеля у нас в республике имеется. Вячеслав Владимирович, вот вы в ходе беседы недавно отметили, что в республику планируется завести около 1000 тонн минеральных удобрений. Как в этом плане сейчас решается вопрос? На данный момент, по оперативной информации, прошлой недели в республике до самих хозяйств завезено 555 тонн минеральных удобрений. Это оставшаяся часть будет завезена до конца мая. Откуда завозится? Там поставщики разные, с центральных регионов России завозятся.
Скажите, а как обстоит сейчас дело с средствами защиты от различных вредителей? Мгм. Ну, как я уже говорил, да, 3000 литров планируется завести хозяйствами. Из них поставка осуществляется через Россельхозцентр, филиал есть у нас по республике. Поставщиком является Примагро. Это в Приморье есть такой дилер, который нам ну, проводит работу с хозяйствами, и они завозят через вот это предприятие, Россельхозцентр, необходимые средства защиты растений. С какими основными вредителями до сих пор борются те, кто работают, так сказать, в поле республики? Ну, как я уже говорил, основным, самым большим вредителем являются саранчевые вредители. Они нам вредят непосредственно на посевах кормовых культур и ближайших сенокосных угодьях. Скажите, вот вы отметили о том, с какими поставщиками вы работаете по средствам защиты от вредителей, а вот по поставщикам семян и минеральных удобрений, какие организации вы можете назвать? Ну, это наши местные поставщики, они являются, это Агрокорм, Агротрейд и Агрохолдинг Туймада. Они самые крупные поставщики. Ну, есть хозяйства, которые самостоятельно завозят семена и минеральные удобрения. Ну, это крупное хозяйство. Учитывая такой огромный объем завоза семян ежегодно, каким урожаем республика себя обеспечивает ежегодно? Ежегодно по зерновым культурам это 10 тысяч тонн. Ну, это у нас в основном Амгинский район, Мегино-Кангаласский, Алекминский районы, они нам обеспечивают именно фуражным зерном, семенным материалом. По картофелю у нас организованные формы хозяйства, по ним 2700 гектаров. По овощам это 700 гектаров. Они обеспечивают картофелем, получается, по республике 65%, по овощам 35% от норм потребления населения. Так выходит. А как вообще обстоит дело сейчас в арктических районах Якутии и территориях Крайнего Севера? Возможно, там какие-то свои особые условия для весенне-полевых работ. Они начнутся позже установленных сроков, нежели чем в центре Якутии. Ну да, разумеется, там начнется все позже, чем в центральной Якутии. И там посевы овощей и картофеля в основном занимается местное население, хозяйства мало. И для возмещения вот этих потребностей по картофелю и овощам республикой проводится завоз овощей и картофеля. Этим занимается Министерство Арктики, а непосредственно это Якутопторг, акционерное общество Якутопторг. Ну, давайте тогда теперь поговорим с вами о мерах поддержки для сельхозпроизводителей. Какие приняты, какие будут приниматься? Меры поддержки – это в основном те переданные полномочия муниципалитетам по поддержке сельского хозяйства, это по развитию зерновых, картофеля, овощей. Эти средства направляются от министерства субвенциями, муниципалитеты, в свою очередь, предоставляют субсидию. В этом году размер этих средств, непосредственно, которые необходимы для весенне-полевых работ, составляет 190 миллионов. Муниципалитетами на данный момент освоено 160 миллионов. Кроме этого, со стороны министерства направляются субсидии на приобретение семян картофеля, на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. Ну, в основном, да, в этом году нами возобновлено приобретение энергонасыщенной техники для зерноводческих хозяйств и картофелеводческих хозяйств. Посредством этой поддержки 15 хозяйств получили государственную поддержку на приобретение техники в лизинг
Эти предприятия приобретают технику в основном Росагролизинге. И так получилось, что в этом году мы обновляем 3 единицы комбайнов, зерновых комбайнов. Получается 7 картофелеуборочных комбайнов. Это поможет в текущем году и в следующих годах увеличивать именно посевы зерновых и посевы картофеля. Ну вот, учитывая, что есть различные меры поддержки для сельхозпроизводителей, у нас большое количество фермерских хозяйств появляется на территории республики, которые как раз-таки складывают внутреннюю экономику региона. Нет ли в планах у вашего департамента, ведомства каких-то мероприятий по обмену опытом, скажем, например, делиться какими-то знаниями с соседними регионами? Ну, контакты все время идут на уровне министерства, на уровне правительства. Ну, наша специфика в том, что мы по логистике очень отдаленные, да, от центральных регионов. Нам необходимо все поставлять, основное минеральное удобрение нам приходится поставлять, семенной материал. И, ну, контакты все время идут, они в основном проходят во время таких мероприятий, как День поля, всероссийских дней поля. Скажите, а вот учитывая, что минеральные удобрения продолжают к нам завозиться, нет ли каких-нибудь мероприятий, ну, допустим, в Северо-Восточном федеральном университете, где наши местные исследователи могли бы что-то предоставить нашим сельскохозяйственникам? Ну, в основном это все равно будет основываться на органических удобрениях, потому что для добычи минеральных удобрений необходимы большие промышленные мощности. И у нас с этого года, начиная с этого года и в основном 2024 года, хозяйство будут обязывать складировать побочные продукты животноводства, и это постигнет наших сельхозтоваропроизводителей производить из, ну, грубо говоря, навоза, да, производить органические удобрения. Ну, я благодарю вас, Вячеслав Владимирович, что нашли для нас время, стали гостем нашей студии. И, как знаете, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.